ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 13:00. Гуманитарно-педагогический лицей. Лекция московского профессора Романа Силантьева для педагогов ухтинских школ. Тема злободневная – секты. Их огромное множество. Одни существуют как курсы повышения самооценки или, к примеру, пикапа. И вытягивают из молодых людей просто деньги. В других тоталитарных, как, например, «Свидетели Иеговы», признанная экстремистская организация в России, можно не только нажитого лишиться, но и получить психологические травмы. А есть категория, к которой в современном мире нужно особо тщательное внимание – террористические экстремистские организации. И, по словам столичного ученого, Ухта в группе риска. Здесь довольно много населения, живет не 500 человек. Здесь есть вузы, здесь, в принципе, есть деньги, это не умирающий город. Все-таки одна из нефтяных столиц нашей страны. И, конечно, для вербовщиков террористов эти места интересны. У нас террористические организации не вербуют бомжей, не вербуют бесполезных людей, больных и бедных. Террористам нужны богатые, перспективные, спортивные ребята. Как мужчины, так и женщины. К слову, из Коми в ИГИЛ, запрещенную в России террористическую организацию, отправились 2 человека, оба из Ухты. Как с этим бороться, по словам исламоведа Романа Силантьева, способы есть. На государственном уровне ужесточать законодательство, а в школе и каждой отдельной семье быть предельно внимательным, контролировать интернет-жизнь ребенка и, как бы это ни странно звучало, просвещаться гуманитарно, то есть учить историю, культуру. По статистике, вербовке террористов легче поддаются именно те, кто далек от гуманитарных дисциплин.